На праздник приглашены почетные гости, в том числе из других регионов, главы министерств и ведомств, общественные деятели, поэты, писатели, артисты, представители средств массовой информации. Поздравляя журналистов со столетним юбилеем, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил, что журналисты должны принимать самое активное участие в общественной жизни региона, влиять на народ своевременно, а главное, правдиво доводить до жителей республики новости субъекта. Столетний юбилей. Это здорово. И вы знаете, сегодня мы отмечаем и 31 год нашей родной республики. Вот такие вот у нас события серьезные. И это, наверное, здорово, символично, что сегодня как раз и весь коллектив Сердало, и коллеги их поздравили. Вы знаете, что газета, она с собой несет, и я посмотрел изначально ее издание, почитал, посмотрел. Она в действительности, надо же было, вот придумали мудрые наши Мальсагов, истоках стоял который. И, наверное, коллектив, такое название, свет, Сердало. Понимаете, вот это не зря. И вот этот свет, он как раз пронизывает через столетия и сегодня ярко светит для наших жителей. С первого дня своего создания газета стала школой мастерства для многих поколений ингушских журналистов, публицистов, литераторов. Глава региона отметил, газета «Сердало» сыграла важнейшую роль в сохранении и развитии ингушского языка. Ровно 100 лет назад, 1 мая 1923 года, вышел в свет первый номер этого издания, которое стало поистине народным достоянием. Наш народ был депортирован, и в этот момент было приостановлено ее издание. Ну, после возвращения в 1957 году возродилось, опять говорит о доброй и хорошей жизни. Мы почему так вот усеченно, я бы сказал, празднуем и День Республики, и сегодня столетие. У нас сегодня идет СВО, то есть специальная операция. Наши ребята сегодня находятся на выполнении задания, и они делают свою работу достойно, честно. Пожелание у меня, чтобы побольше было у нас репортажей в газете о наших героях сегодняшних, прошлых. У нас она есть и будет. Вы многое пишете, но я просил бы сегодня находить семьи. Они сегодня нуждаются в общении, они нуждаются сегодня в поддержке. Первые номера газеты издавались на латинице, потом газета перешла на кириллицу. Это издание было не только свидетелем разных исторических эпох, но и активным участником всех событий, которые произошли за эти годы. Освещая все процессы, связанные с деятельностью государственных органов власти, газета рассказывала и о работе простых тружеников. В период безвремени, когда ингуши были лишены своей государственности задолго до рождения герба и флага, знаменем народа была газета «Сердало», которая несла со своих страниц печатное ингушское слово. Через что прошла эта газета, это очень много. Это большая история, и она остается у нас. Продолжение всего этого, вы знаете, мой коллектив, я настроен на то, чтобы ту работу, которую проделали до нас, чтобы она соответствовала времени. Сначала было слово, есть оно и сейчас на русском и ингушском языках. Выходит печатное издание раз в неделю. Сердало, то есть свет, достигает своих преданных читателей и на просторах интернета. Конечно, все благодаря тем, кого чествуют и сегодня в зале Дома культуры. Памятной медалью 100 лет газете «Сердало» награждаются Султан Шадиев, Магомед Рашид Плиев, Руслан Цалоев, Тамара Мальсагова, Хава Аушева, Роза Яндиева, Хаваш Накастоев, Мария Мелхароева и Жансурат Аушева. За эти годы «Сердало» выпустила в свет около 20 тысяч номеров. Сегодня «Сердало» — это не просто издание на бумаге, а мультимедийный комплекс. На сайте газеты можно узнавать новости сразу на двух языках – ингушском и русском. Большой акцент на ингушский язык, естественно. Я с уверенностью могу сказать, что наша газета общенациональная, потому что она выходит 100% на ингушском языке. Газета активно просвещала народ, выступала за ликвидацию безграмотности среди населения, призывала молодежь к учебе, освещая все самые актуальные и важные темы. Очерки, публикуемые на страницах главного ингушского печатного органа, раскрывали истории ярких личностей, на примерах которых воспитывалась наша молодежь.
Пройдя сквозь множество испытаний и даже в век цифровизации, Сердало по сей день остается центром притяжения и для интеллигенции, и для простых тружеников. Газета сохранила верность своему названию, своей позиции, тем принципам и ценностям, на которых ее строили ее первые издатели. У истоков создания газеты стояли такие выдающиеся просветители ингушского народа, как Заурбек Мальсагов и Тимбот Беков. Именно они создали площадку, где ингушские писатели и поэты могли печатать свои произведения, а ученые и исследователи в числе лучших умов республики публиковали на его страницах большие авторские материалы, что способствовало зарождению ингушской художественной литературы и науки в целом. Легендарные личности, которыми восхищаются и за пределами республики. Газета «Сердало» – это действительно один из самых древних газет Северного Кавказа. И «Сердало» нас связывает, конечно, литература, которую создали Базоркин, Зязиков, Мальсагов. Мне больше всех приблизил к ингушской литературе, к Ингушетии легендарный, я не боюсь этого слова, Саид Чахкиев. Сердало – это зеркало бытия, зеркало жизни Ингушетии. И эта газета сегодня отмечает 100 лет. Все самые наилучшие пожелания пусть сбудутся. Почетный гость из Кабардино-Балкарии награждает главу региона медалью Кайсына Кулиева. С приветственным и поздравительным текстом выступила и Разият Шаваева. К Ингушетии председатель Союза журналистов Кабардино-Балкарии питает особую любовь. Об ингушах она впервые узнала из рассказов своего отца. Еще в Казахстане, будучи в ссылке, вместе делили то немногое, что было. Не пропали. Отцу 103 года. Жив, здоров и через дочь передает самые искренние поздравления. От души поздравляю в начале республику вот такую, хоть она и молодая, но многого добились. Вот мы едем, прям вот восхищаемся всем тем, что делается у вас в Ингушетии. Это братские наши республики, республика наша братская. И 31 год – это не возраст для республики, уже много что сделали. Я думаю, что и дальше будет все больше и больше и больше, и дай Аллах. А что касается коллег своих, Сердало, коллектив Сердало и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, молодое поколение, которое уже работает там, чтобы в газетах, на страницах газет только печатались хорошее, прекрасное, чудесное, что есть на земле, мир над головой, конечно же, и счастье вашей красивой молодой республики. С юбилеем Сердало поздравляют как самые близкие и преданные читатели, так и просто неравнодушные к ингушской печати. Сегодня газета «Сердало» активно перестраивается, желая соответствовать современным запросам, связанным с развитием цифровизации и иных технологий. Задачи на будущее редакцией поставлены. Уже сейчас пишут новые страницы истории. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.